1940 году СССР предпринял первый шаг по выявлению возможности создать атомную бомбу. Всего с 1941 по 1945 год разведка получила около 100 тысяч секретной документации, связанной с разработкой атомной бомбы в США и Великобритании. 20 сентября 1942 года дата начала работы по атомному проекту в СССР. Именно в этот день Сталин завизировал распоряжение Госкомитета обороны об организации работы по урану. Нужны были десятки тонн чистого урана, а в распоряжении советской лаборатории номер 2 имелись лишь несколько килограммов этого металла. На территории СССР было известно 4 урановых месторождений, но эксплуатировалось 3. Также имелись около 70 точек урановых рудопроявлений, наиболее перспективные из которых находилось в Средней Азии. Одно из месторождений Табошара в горах Средней Азии. Добытую руду приходилось вывозить вьючным транспортом. Это, конечно, никак не способствовало успешному реализации задачи, поставленных ученым правительством. Сталин не хотел отставать от Рузвельта по достижению атомной бомбы. Как позже выяснилось, радиоактивные ископаемые в немалых количествах залегают в глубине Саурского и Табагатайского хребтов восточного Казахстана. Добыча урановых и других руд стратегических металлов в Джунгарии, Кök-Айлике восточного Туркестана облегчалась тем, что здесь она находилась практически на самой поверхности. Полковник Шиншицай, который с помощью спецслужб Советского Союза 12 апреля 1933 года пришел к власти Восточного Туркестана в звании генерала-майора, 5 октября 1942 года потребовал генерального консула СССР в Урумчи Пушкина отозвать в течение 3 месяцев из Восточного Туркестана в Союз всех советских советников и специалистов и вывод частей Красной Армии. Одновременно между Шиншицаем и Чан Кайши была достигнута договоренность о вводе в Восточный Туркестан 10 бригад гоминдановских войск и приезде больших групп правительственных чиновников. Прибыванием гоминдантов в Восточный Туркестан открылась дорога и американцам. Теперь Сталин не может дать указания Шиншицаю, а нужно будет договориться с гоминдантским главарем Чан Кайши. Переговоры Чан Кайши со Сталином, начавшиеся в середине 1942 года, продолжались до 1943 года. Эти факты послужили причиной геополитических шагов Кремля, приведших к свержению Восточного Туркестана. Местной администрации создания на части территории Китая независимой Восточно-Туркестанской республики. 27 ноября 1942 года заместитель председателя Совнаркома СССР Вячеслав Молотов подписал постановление Государственного комитета обороны о добыче урана. Весной 1943 года по личному заданию Сталина в Восточном Туркестане прибыл полковник КГБ Наум Эйтингон, организатор самых громких террористических актов, в том числе и убийство Льва Троцкого. Вернувшись из Восточного Туркестана, он вручил председателю Государственного комитета обороны под утверждение данных средства Союз-Редмедрразведка о запасах в округах Южного Тарабагатайского хребта урановых руд. Серьезные залежи урана и бериллия были обнаружены также неподалеку от города Кёктакай и Алтай, близ монголо-китайской границы, а в районах Кульджи и Алтайских гор месторождения титана, вольфрама, золота и других ценных металлов. В апреле 1943 года в Урумчи было открыто Генеральное консульство США. Бывший советский консул в Хотане Василий Иваненко вспоминает, что пост генконсула занял известный разведчик Оливер Клаб, специализировавшийся на работе против СССР. Началось строительство американских военных баз в Урумчи, Кульджи и Кашгаре. 16 мая 1943 года в актовом зале генерал-лейтенант КГБ Меркулов открыл расширенное собрание ответственных сотрудников разведки СССР, работающих в Восточном Туркестане.
Кроме ведущих сотрудников разведаппарата и пограничных войск, на собрании участвовали руководители разведслужбы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Алтайского края. Также резидент разведслужбы СССР Урумчи, Кульчи, Чавчеки, Сарысубе, Кашгар и городов Монгольской Народной Республики Улан-Батор и Копду. В конце собрания было прочитано постановление Политбюро Центрального комитета КПСС наказать Шен Шицая, предавшего Советский Союз и переметнувшегося к его врагам, то есть гоминданцам. В связи с этим было принято решение всесторонне помочь народу Восточного Туркестана в борьбе против гоминданским колонизаторам. Для осуществления этой задачи позже в кабинете Сталина была создана секретная группа в руководящих структурах, которой руководил Косыгин, Молотов, Берия, Шверник, Суслов. Эта группа непосредственно подчинялась Сталину. Практическое решение всего этого комплекса проблем было поручено первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Усману Юсупову. Компартиям Казахстана, Кыргызстана и их первым руководителям предписывалось оказать в решении этих вопросов всяческое содействие. Одновременно шла активная работа по подготовке национально-освободительного восстания в Восточном Туркестане. В 1943 году Исхабек на территории СССР собрал 700 восточно-туркестанских беженцев и провел военное учение. В мае этого же года во главе Исхакбека пересекли границу Восточного Туркестана в районе Акчи и Кулантага. Готовились к восстанию, но получили отпор от местных властей, отступили и вернулись. В сентябре 1943 года Исхабек со своим отрядом вновь зашли в Ташкорган. Гапур Хасым, Шеренбек, Мухаммед Айса создали Организацию свободы Ташкоргана. Основное население Восточного Туркестана были уйгуры. На их обостренное чувство национального самосознания и сделала ставку советская секретная служба. Кроме оружия в ход были пущены идеологии. Например, еще в начале 1943 года под редакцией Абдумеджида Разибакиева в Ташкенте начал издаваться журнал «Шарк Хакикеты» «Правда Востока» на уйгурском языке. В Алмате под редакцией Машура Рузиевой и Кадыра Хасанова стал издаваться журнал «Казах Или», затем преобразованный в Янги Хаят «Новая жизнь» на уйгурском и казахском языках, и нелегально переправляться в Восточный Туркестан. На странице этих журналов печатались материалы следующего направления. Восточный Туркестан – ваша земля. Уйгуры, не бойтесь, боритесь за свою свободу, не оставайтесь угнетенными, начинайте действия за независимость. К осени 1943 года миграционный поток в советско-восточно-туркестанском приграничье резко выросло. Перемещение людей шло в обоих направлениях. Из Казахстана на территорию Восточного Туркестана перебрасывались вооруженные отряды для ведения партизанских войн против гоминданского режима. В то же время мирное население стремилось перейти границу в северо-западном направлении и осесть на территории СССР. В то время, когда готовились к восстанию на территории Восточного Туркестана и когда на некоторых местах уже начались партизанские войны против гоминданского режима, 2 декабря 1943 года в Тегеране встретились руководители трех ведущих государств мира – Рузвельт, Черчилль и Сталин. До этого, в конце ноября этого года, в городе Каире Чан Кайши встретился с Рузвельтом и Черчиллем. Чан Кайши, который не имеет права участвовать на Тегеранской встрече, перед Рузвельтом и Черчиллем поставил свои условия. Сказал: если союзные государства не признают Тайвань и Восточный Туркестан в составе Китая, то Китай будет капитулировать перед Японией. Если Китай будет капитулировать перед Японией, то Япония получит дополнительно несколько миллионов рабочих сил и сотни тысяч солдат. Так как Япония является союзником гитлеровской Германии,
перед США возникнут большие препятствия, которые постоянно оказывают Советскому Союзу помощь военной техникой и продуктами. Поэтому Рузвельт, Черчилль и Сталин согласились. А значит, еще в 1943 году, когда Советский Союз готовил национально-освободительное восстание в Восточном Туркестане, судьба Восточного Туркестана и его народов была обречена решением Тегеранской встречи с участием Сталина. С этого дня бывшая территория Маньчжурской империи стала территорией нынешнего Китая. Восточный Туркестан, Южная Монголия, Тибет и даже сама Маньчжурия с 1616 года по 1911 года держали Китай под своей колонией, стали китайской колонией. Из воспоминаний бывшего бойца спецотряда «Батыр», ветерана госбезопасности СССР, полковника в отставке Токанова Субакунова. Отряд «Батыр» был составлен в основном из казахов, кыргызов и узбеков. Они одевались как местные жители. Лошадиную упряжку выдавали тоже местную, какой пользовались в Кашгарии. Оружие были германские и японские. Его база находилась на территории санитарно-курортного комплекса в окрестностях горного села Исаката, 78 километров от города Фрунзе, нынешнего Бишкека. Численность отряда составляла 67 человек. Командиром был назначен чекист Кутан Торгоев. На юге Кыргызстана был сформирован аналогичный диверсионный отряд «Байгу». Численность отряда около 100 человек, под командованием Исхабека Мунинова. Бойцы и командиры этого отряда проходили подготовку в селе Гульча Орской области. Батыр и Байгу назывались кодовыми именами командиров отряда. Первоначально конкретно боевые действия предполагались начаться весной 1944 года на юге Восточного Туркестана. Однако жители Кашгарии не доверяли Советскому Союзу, поскольку в 1933 и 1937 году национально-освободительное движение местного населения здесь было подавлено при помощи Красной Армии, и память об этом еще не стерлась. Кроме этого, генеральный консул в Кашгарии Шестеряков информировал о невозможности начать здесь внутренними силами активные, развернутые национально-освободительной борьбы и необходимости внешнего воздействия. Поэтому в начале 1944 года генеральный консул СССР в городе Урумчи Евсеев приехал в Кульджу. Он через консула СССР в Кульдже знакомился с Ярулла Бекоевым Хакимом Джапаровичем. И с ним они ходили к видным деятелям города Хакимбек Ходжа, Халпем Мазрат и уговаривали их призвать народ к восстанию. Хакимбек Ходжа сказал: «В китайской казарме нашего города всего 150 солдат-китайцев. Их завтра же за один день вилой и лопатой можно выгнать. И раньше так делали, и город освобождали. Но когда бесчисленные, как саранча, китайские войска припрутся, господин консул уедет за Хоргоз и будет любоваться, как погибают наши люди. Люди будут проклинать меня. На вас надеяться нельзя». А Халпем Хазрат: «Так, допустим, взяли город с вашими силами. Тогда какой строй устанавливать будем? Ваш коммунистический строй нам совсем не подходит. Со времени сотворения не одинаковые. Вы трубите, что можете сделать всех равными. Призываете людей отрекаться от религии. Те, кто не признает Бога, потом и вас не будут считать за копеек. Смотри, с того дня, как появился марксизм и ленинизм, за эти 100 лет 2 раза происходили мировые войны, из-за которого столько людей полегли, что не посчитать. За 3000 лет, когда миром управляли религии, такие как буддизм, христианство и ислам, не было ни одной мировой войны. Мы верим Аллаху, мы с вами не договоримся», — сказал и тоже отказал поднять народ к восстанию. Тот, кто уговаривал Хакимбека Хаджу и Халпем Хазрата, в августе 1944 года через другого человека под именем Полат обратился к Алихану Туре. Алихан Туре, избегая его, уехал в Арашан. Они нашли его и там уговорили, обещая независимость Восточного Туркестана. Между Алихан Туре и его человеком был составлен договор и подписан. И ими был создан Организация свободы Восточного Туркестана.
За конкретные деятельности этой организации с начала до конца был ответственный Ярулабек Хаким Джапарович, который в те времена работал главным врачом советской больницы в городе Кульджи. Генеральный секретарь Временного Восточно-Туркестанской республики Абдурауф Махсус Ибрагими в свои воспоминания пишет: членом Организации свободы Восточного Туркестана советский консул Дубашин сказал: «Вы приобретете свою независимость. Если хотите, создадите отдельное государство, как внешняя Монголия». И надеялись, что прошлые ошибки теперь не повторятся. Но ошиблись. Когда революция с победой начала расширяться, появились советские генералы Козлов Владимир Степанович и Полинов Иван Яковлевич. Был учрежден военный совет, а Организация свободы Восточного Туркестана стала ненужной. Ее миссию начал исполнять военный совет. В первой половине 1944 года в Алтайском, Илийском и Тарабагатайском округе Восточного Туркестана, непосредственно граничивших с Советским Союзом, стали появляться листовки, содержавшие призывы к борьбе за уничтожение китайской колониальной власти в провинции. Одновременно на территории Восточного Туркестана были заброшены десятки советских кадровых разведчиков, обучавшихся в советских учреждениях Москвы, Киева, Самарканда, Алматы. Среди них был полковник КГБ Игнат Степаненко, сотрудник КГБ Казахской ССР Абдулла Избакиев Ашимов. Из Илийского округа было секретно вывезены в район Медео под Алматой Сейдулла Силаев, Фатых Муслимов, Хамид Муслимов, Рафик Байчуин, Нурум Абулов, Ушур Маметов, Усан Ибрагимов и Курбан Бурханидинов. Они прошли специальную подготовку на курсах НКВД летом 1944 года. Их забросили на территорию Восточного Туркестана, где они приступили к созданию партизанских отрядов, подготовке восстания в Илийском округе. В сентябре 1944 года военные действия начались в уезде Нильки из воспоминаний Токана Усубакунова. Ожидались, что народно-освободительное восстание начнется в Кашгарии. При этом наш отряд Батыр должен был двинуться туда через перевал Таругар, а Байгу через Эркиштам. Но восстание началось в Илийском округе. Поэтому спецотряды были срочно переброшены на участок советско-китайской границы под Хоргос. 5 сентября 1944 года на улицах города Кульджи стали появляться плакаты и листовки с содержанием: «Долой колониальной власти! Мусульмане Восточного Туркестана, объединяйтесь! Выгоните китайцев! Да здравствует победа народной революции!» 6 ноября 1944 года Абдукерим Аббасов вместе с советским офицером Петр Романович Александровым возглавили группу вооруженных сил из СССР. Через Хоргос приехали в город Кульджи. На рассвете следующего дня партизаны из Нильки начали наступление на город Кульджи. Население города со всех сторон приходили и присоединялись к партизанам. 9 ноября 1944 года победой партизанских отрядов были потрясены население города Кульджи и его окрестностей. К зданию окружного управления начали приходить представители и поздравлять повстанцев с победой. Это восстание с этого дня, быстро распространив по всем городам и селам, стало всенародной революцией Восточного Туркестана. – 12 ноября 1944 года после победы в городе Кульджи было создано Временное правительство Восточного Туркестана.